Они восходили еще над динозаврами, помнят, как строились египетские пирамиды и, пережив не одну войну, остались практически неизменны. Для тысяч потерявшихся они были и остаются последней надеждой. По ним свой путь находили и финикийские мореплаватели, и каравеллы Колумба. Сенека в свое время сказал, что если бы на Земле осталось единственное место, откуда можно было бы смотреть на звезды, все люди устремились бы туда. Сегодня такую возможность предоставит наукомания. Меня зовут Екатерина Берецкая. Здравствуйте и смотрите в программе. От рождения до черной дыры звездный путь длиною в миллиарды лет. 100 километров ради 3 секунд. Искусство астрофотографии. И секреты падающих звезд, что на самом деле происходит в момент, когда все загадывают желания, узнаем совсем скоро. Появление первой звездной карты и солнечного календаря, который делит год на 12 месяцев и, соответственно, на 365 дней, можно назвать одним из первых астрономических открытий. Правда, если быть точнее, изначально в году было лишь 360 дней. Остальные 5 появились после длительных наблюдений египетских жрецов за восходами Сириуса, ярчайшей звезды. А чтобы обосновать увеличение длины года, по свидетельству писателя Плутарха, жрецы придумали легенду, что бог Земли Геб и богиня неба Нут заключили брачный союз. Это не понравилось Ра, богу Солнца, который пообещал, что ни в один из 360 дней у женщины не родится ребенок. Супругам помог Тот, бог мудрости. Он выиграл в кости у богини Луны часть ее света, из которых сделал 5 дополнительных дней, что составляет 1/72 часть года. Столько же сыновей родилось у пары. Этот период в истории астрономии называют древним. Тогда же появились и первые звездные карты. Они еще не раз изменятся. Примерно за 1000 лет до нашей эры станет известно, что Земля круглая. Эту идею выдвинет Пифагор, а Гераклит первым заявит о вращении вокруг собственной оси. До относительно недавнего времени, 15 века, астрономия включала в себя не всеми признанную сегодня астрологию. А в течение следующих почти 500 лет в отдельные науки, исследующие неземные объекты, выделились такие, как астрофизика и космология. Сказать, сколько в небе звезд, невозможно. Известно лишь, что при хорошей погоде из каждого из полушарий можно увидеть не более 3000. Нам всем они кажутся практически одинаковыми, но для нашего первого гостя каждая звезда уникальна, имеет свою историю. Виктор, добрый день. Добрый день. Виктор Малыщец, астроном, по образованию физик, преподаватель лицея БГУ. Занимается подготовкой школьников к республиканским и международным олимпиадам. Увлекается астрофотографией, автор и соавтор книг и публикаций о небесных телах. Дык што ж такое зорка, нам здаецца, што гэта маленькая кропачка ў небе, а на самой справе памеры вялікія, вага таксама? Усе зоркі уяўляюць сабой велізарныя шары з газу, пераважна гэта вадарод і гелій, які знаходзяцца пры вельмі высокай тэмпературы і ў нетрах якіх гарыць тэрмаядерны рэактар, дзе вадарод ператвараецца ў гелій, дзякуючы гэтаму сілкуе энергію зоркі. А як нараджаюцца зоркі? Гэта, наколькі я ведаю, вельмі цікавы працэс. У нашым космосе ёсць вельмі шмат газапылавых комплексаў. Часткова гэта рэчыва, якое засталося яшчэ пасля вялікага выбуху, часткова гэта ўжо газ, які выкінулі іншыя зоркі падчас сваёй эвалюцыі. І ў пэўны момант гэтае воблака можа пачынаць сціскацца. Дзесьці ў адно месца сабралася больш газа і пылу, там большая маса, большая гравітацыя, туды рэчыва прыцягваецца. Яшчэ большая маса набіраецца, адпаведна гравітацыя яшчэ большае прыцягненне, і такім чынам воблака пачынае паціху сціскацца, раскручвацца, тэмпература ўнутры пачынае ўсё больш і больш узрастаць у цэнтры, і ў пэўны момант яна дасягае такой мяжы, пры якой нарэшце вось запускаюцца тыя самыя тэрмаядерныя рэакцыі, зорка ў нас нарадзілася. Нараджэнне зоркі можа займаць сотні тысяч, а часам і мільёны гадоў у некаторых выпадках. А перыяды нейкія жыцця зоркі маюць? Працягласць жыцця зорак вельмі розная можа быць. Па касмічных мерках, напрыклад, мільён гадоў гэта вельмі мала, і некаторыя зоркі могуць пражыць літаральна мільён і ўзрывацца. Некаторыя могуць пражыць дзесяткі мільярдаў. Працягласць жыцця вельмі моцна залежыць ад масы зоркі. Пры большай масы будзе і большая тэмпература ў нетрах. Рэакцыі пойдуць хутчэй, і выходзіць, што больш масіўныя зоркі якраз паміраюць першымі. Як яны паміраюць, як гэта таксама адбываецца? Сцэнары абсалютна розныя. Многія, напрыклад, часта кажуць, што сонца наша хутка ўзарвецца, вось сонца не ўзарвецца. Наша сонца, калі ўнутры скончыцца ўвесь вадарод, пачне сціскацца, бо знутры больш няма чаму падпіраць і супраціўляцца гравітацыі. Але падчас сціскання тэмпература вырасце настолькі, што загарыцца ўжо не толькі вадарод, а наступныя хімічныя элементы, напрыклад, гелій. І пры гэтым вылучэнне энергіі стане нашмат большым, чым было
было до гэтага, і зноў выпраменьванне з большай сілы пачне зорку распіраць і ператворыць у велізарны чырвоны шар, так званы чырвоны гігант. Вось наша сонца абавязкова гэту стадыю пройдзе, праглыне Меркурыя, Венеру, можа быць, нават і зямлю, гэтае пытанне яшчэ аспрэчваецца. А потым яно скіне сваю абалонку гэтым выпраменьваннем здзьме атмасферу, якая будзе рассейвацца ў выглядзе прыгожай так званай планетарнай туманнасці, а цэнтр сонца ў канцы ўсё роўна сціснецца ў вельмі шчыльную зорку, якую завуць белы карлік. Памерам з зямлю, а масай, ну, самі уяўляеце, якой. І калі гэта можа адбыцца? Абяцаюць праз 4-5 мільярдаў год. Што такое звышновыя зоркі? А вось калі маса зоркі будзе яшчэ большая, чым у нашага сонца, у некалькі разоў, проста стадыі чырвонага гіганта мы не аддзелаемся. Той момант, калі ўнутры згараць ужо ўсе хімічныя элементы, якія могуць паўдзельнічаць у тэрмаядзерных рэакцыях, ядро рэзка схлопваецца, астатняя зорка проста падае ўнутры на скалапсаванае ядро, адбываецца страшэнны выбух, адзін з самых магутных, які можна убачыць у нашым сусвеце. І зорку разносяць літаральна на шматкі, застаецца такі самая цэнтральная частка. Пры гэтым кароткачасова яна можа свяціцца амаль як цэлая галактыка. І часта на небе гэтай зоркі зусім не было відаць, а раптам успыхвае становіцца на некаторы час адной з найярчэйшых. Праўда, такія выпадкі вельмі рэдкія. У кожнай галактыцы ў сярэднім адна звышновая зорка ўзрываецца раз у некалькі соцень год. Апошні раз мы такое назіралі ў нашай галактыцы ў 1604. Так што, можа быць, наступны выбух ужо хутка. Квазары і пульсары. Вось чула, ведаю, што гэта таксама да нашай тэмы адносіцца. Давайте разбярэмся, што ж гэта такое. Мы дакладна ведаем, што квазары гэта звышмасіўны чорныя дзіры, якія знаходзяцца ў цэнтры галактык. Калі галактыка толькі фарміравалася, вось у цэнтры гэта чорная дзіра фактычна сама ў сябе правалілася з-за вельмі вялікай колькасці рэчыва. А навакольны газ з радасцю пачаў гэту чорную дзіру падаць, і падчас падзення ён, канешне, разаграецца да высокіх тэмператур, пачынае вельмі моцна свяціцца. І ў кожнай галактыцы быў вельмі яркі цэнтр, які з'яў нашмат магутней, чым уся астатняя галактыка. А пульсар якраз можа ўтварыцца, калі ўзарвалася тая самая звышновая, то цэнтр сціскаецца ў штосьці анамальна шчыльнае. Можа быць нават у чорную дзіру, а пры меншай масе у так званую нейтронную зорку. Уявіце сабе, зорка памерам дзесьці як горад Мінск па дыяметры, а маса, ну, больш чым маса сонца. І круціцца да 1000 абаротаў в секунду. І вось часам гэтыя зоркі могуць, дзякуючы магутнаму магнітнаму полю, у выглядзе такого конуса выпускаць радыёвыпраменьванне. Пры кожным абароце зоркі мы будзем бачыць успышку ў радыёдыяпазоне. І вось зорка, якая перыядычна падае такія імпульсы, атрымала назву Пульсар. Добра, пра смерць зорак уже ўсё ведаем. А вось зоркі падаюць. Яны падаюць, калі паміраюць ці не? Што гэта за з'ява такая? На самай справе гэта зусім невялічкія часцінкі, якія часцей за ўсё ўтвараюцца пры разбурэнні камет і на вялікай хуткасці, якія сутыкаюцца з нашай атмасферай. Ну і, канешне, ад разагрэву атмасферы яны згараюць на вышынях каля 80-100 кіламетраў, утвараюць такую прыгожую вспышку. Ведаю, што вы займаецеся фотаздымкай зорак. Вось як зніжкі, ужо не зоркі, а зніжкі падаюць. Ёсць такія фотаздымкі? Калі, напрыклад, улетку у нас вядомы зоркапад, метэорны поток Персеіды, то калі вы, напрыклад, 4 ночы будзеце 2 фотоапаратамі здымаць без перастанку з вечара да раніцы, ну, 4-5 метэораў вам патрапіцца ў кадр. Уласны досвед. Тэму астрафотаграфіі працягнем у нашым сюжэце, а потым абавязкова вернемся да размовы. Одну из своих первых и любимых фотографий, вспоминает Елизавета Малиновская, она сделала в Витебской области у бабушки в деревне Матырино. Там начинающий астрофотограф провела свое детство, однако не только поэтому девушка проделала путь в сотни километров. Получить идеальный кадр в столице практически невозможно, здесь слишком много света. В городе ты не сможешь сделать астрофотографию, потому что свет от фонарей задерживается в атмосфере, и из-за этого ничего не видно. Мало того, что ты должен выехать в то место, где нету источников света от деревень и городов, так еще и должна быть хорошая погода, и фаза Луны должна быть 0, или она вообще должна быть за горизонтом. Чем больше фаза Луны, тем меньше звезд мы сможем увидеть на фотографии из-за засветки. Наиболее чистое небо, как правило, в конце августа, но успех астрофотографа зависит не только от хорошей погоды. Его задача — словить те самые пару секунд, пока композиция, говоря языком профессионалов, буквально не уплыла. За то время, пока мы держим кадр, небесная сфера, ну то есть небо, оно как бы визуально для нас проезжает. И получается, остаются следы. И вы, наверное, есть такой тип фотографий, где на протяжении нескольких часов как раз-таки этим и занимаются. Там на длинных выдержках держат
фотографий, чтобы получались такие треки кольцевидные. Но если ты хочешь получить константный кадр с отдельными точечками, звездами, тебе нужно найти правильное соотношение выдержки и диафрагмы. Зачастую оригинальный кадр еще обрабатывается в графическом редакторе. Здесь уже корректируется цвет. Впрочем, технические возможности хоть и играют ключевую роль, говорит Елизавета Малиновская, но без хорошего настроения ничего не значит. За час існування чоловіцтва ці назіралі нараджэнне ці смерць зорак? Нараджэнне зорак мы назіраем і ў дадзены момант таксама назіраем. Мы ж ведаем, што працэс гэты вельмі моцна расцягнуты па часе. Гэта не за адзін дзень. Просто ў дадзены момант у многіх туманнасцях мы бачым, як фарміруюцца зоркі ад самых першых да самых апошніх стадый. Асабліва тут праславіліся знакаміты туманнасць, як туманнасць Арыёна, блізкая да нас, яркая, дзе там просто літаральна зорны роддом. На ўсіх стадыях фарміруецца. А ці ёсць іншыя сістэмы, акрамя сонечных? На сённяшні момант мы ведаем, што планетных сістэм навалам, і гэта самая звычайная з'ява. Планеты падобныя зямлі таксама існуюць, мы ўжо адкрылі шмат такіх. Ёсць планеты і нашмат большыя, чым тыя, што круцяцца каля сонца. Дзякуючы такім даследаванням мы адкрылі нават іншыя тыпы планет, якія не назіраюцца ў сонечнай сістэме, і змаглі адкрыць да 7 планет каля іншых зорак. Магчыма, там яшчэ больш нават. Віктор, дзякую вам вялікі, вельмі цікавая размова. А мы працягваем і зараз яшчэ больш цікавых фактаў про Солнце. Момент, который вызывает восхищение у людей и страх у животных, говорят в Институте тепло- и массообмена, когда Солнце буквально выключается, или по-научному наступает затмение, когда тень Луны падает на поверхность Земли, перекрывая солнечный поток. Самое удивительное, что Луна находится в таком положении, что ее угловой размер в точности практически равен угловому размеру Солнца. То есть они как бы совпадают. Это очень удивительное явление, почему так устроено. Может, кто-то подстроил, много есть разных предположений. Установить границы Солнца, а точнее его так называемой короны, до сих пор не удалось. Имея температуру более 2 миллионов градусов, она, тоже пока по невыясненным причинам, согревается от поверхности светила, температура которого меньше практически в 330 раз, около 6000 градусов. Это, говорят ученые, равносильно тому, что люди зимой грелись бы снегом. Впрочем, Солнцу еще есть чем нас удивить. Удивительно, что внутри, как оказалось, Солнце твердое. Это вот горячая плазма твердеет, превращается в твердое состояние, оно вращается как твердый шар. Хотя снаружи вращение чисто газовое, дифференциальное. На экваторе вращение это быстрее, чем на полюсах. Вот, разными частями Солнце вращается. И хотя кажется, что оно огромное и всеиспепеляющее, в чем-то, если можно так сказать, оно нам даже проигрывает. Но если посчитать, сколько Солнце выделяет на килограмм, получится в 10 тысяч раз меньше энергии, чем мы выделяем на килограмм. То есть мы как бы в 10 тысяч раз круче Солнца. Вот, Солнце излучает на максимуме где-то 0,48 микрон. Это видимый диапазон, а мы излучаем наш максимум 10 микрон. Что будет с Солнцем дальше, ученые могут судить лишь по другим звездам. Примерно через 3,5 миллиарда лет его топливо водород иссякнет. Но как это отразится на жизни человечества, пока даже сложно предположить. Это «Наукомания». Говорим сегодня о звездной жизни. Смотрите далее. 12 или 13. Что такое зодиакальный круг и какое место занимает в нем с недавних пор популярный змееносец? Ярче Солнца, больше Земли. Звездный рейтинг самых-самых в нашем традиционном наукодайджесте. И врут ли звезды? Зависит ли вся наша жизнь от дня рождения? И кто обращается к астрологам уже совсем скоро. Чтобы легче ориентироваться в небе, еще в древности люди разделили звезды на созвездия. Сегодня их официально 88, о них более подробно и поговорим с нашим следующим гостем. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Галина Алуф, преподаватель астрономии, победитель Республиканской конференции по астрономии и серебряный призер Международной олимпиады по астрономии и астрофизике, член жюри астрономических олимпиад, основатель и руководитель единственной в Беларуси частной школы астрономии для детей от 4 лет и взрослых, автор YouTube-канала об астрономии. Созвездие, что это в принципе такое и почему одни мы можем видеть круглый год, а некоторые доступны нашему глазу только в определенный сезон? Созвездие – это некая территория на небе, ограниченная своими
границами. Своего рода, как говорят мои ученики, небесная страна. А видеть действительно мы можем в течение года разные созвездия, и тоже это можно легко представить в таком детском сравнении. Будто бы вы, например, катаетесь на карусели, но в центре этой карусели стоит яркий прожектор. Соответственно, вы не видите то, что за прожектором, вы видите то, что находится напротив него. И так как вы крутитесь, картинка, которую вы видите, она постоянно меняется. То же самое происходит с нами. Мы вращаемся вокруг Солнца, в данном случае Солнце — это такой своего рода прожектор, а ночью видим то, что находится напротив него. Но так как наше положение в космосе постоянно меняется, напротив Солнца оказываются все время разные участки неба, и таким образом в разные времена года мы видим разные созвездия. Знаю, что многие путают созвездие и такое понятие, как астеризм. Расскажите, наверное, путать не стоит, да? Многие люди за созвездия выдают астеризмы, например, Большой Ковш. Но такого созвездия, как Большой Ковш, его в реальности не существует. Есть созвездие Большая Медведица и астеризм Большой Ковш. По сути, астеризм — это какая-то картинка или просто ассоциативное название, которое связано, может быть, с какой-то легендой. Не всегда это даже связано с созвездием. Например, есть астеризм Конь и Всадник. Это условное название двух звезд, Мицар и Алькор, тоже звезды в Большой Медведице. И буквально название этих звезд переводится совсем не так. Но астеризм Конь и Всадник возник благодаря истории этой пары звезд. И вот тоже пример астеризма. И таких астеризмов очень много. Хорошо, а зодиакальные созвездия? Вот расскажите о них поподробнее. Вообще в астрономии такое понятие, как зодиак, наверное, не очень приветствуется. У нас есть свое схожее понятие — эклиптика. Эклиптика — это линия, по которой Земля движется вокруг Солнца. Если мы представим, будто бы мы стоим на месте, а Солнце движется вокруг нас, как нам кажется, когда мы наблюдаем Земли, то эклиптикой также можно назвать путь Солнца по небу в течение года. И понятно, что этот путь проходит через разные созвездия. И вот эти созвездия называются эклиптическими. То есть, во-первых, их 13, а не 12, как многие думают. А во-вторых, в зодиакальных созвездиях принято понимать, что как-то Солнце по ним передвигается равномерно. В реальности же в каком-то эклиптическом созвездии Солнце может пробыть несколько дней, а в другом, допустим, 1,5 месяца. Хорошо, а что такое эра в вашей тематике? Есть такое интересное понятие, как точка весеннего равноденствия. Напротив нее есть точка осеннего равноденствия. Простыми словами, это точки, в которых, когда находится Солнце, день у нас равен ночи, то есть мы говорим равноденствие. И смещается эта точка равноденствия постоянно из-за такого явления, как прецессия. Что такое прецессия? Вот, например, плоскость эклиптики — земная ось. Она, как волчок, описывает вот такой круг. Мы этого не замечаем, потому что период этой прецессии примерно 26 тысяч лет. Но если мы возьмем большой исторический промежуток времени, то можно будет заметить, что смещаются какие-то точки на небесной сфере и меняются условия видимости тех или иных созвездий. И, в частности, вот эта точка весеннего равноденствия, она тоже смещается из созвездия в созвездие, и вот таким образом происходит изменение эры, переход от одной к другой. Ну, вот все-таки еще один вопрос, не могу вас не спросить, знаю, что к астрологии очень так специфически относятся астрономы, но тем не менее. Недавно на интернет-порталах появилась информация о змееносце, да? Если по науке, по вашей науке, вот что можете сказать? На самом деле Солнце проходит через 13 созвездий, и змееносец почему-то астрологами был незаслуженно забыт все это время. Причем змееносцы действительно Солнце находится довольно-таки долго, дольше, чем, например, в том же Скорпионе соседнем. И поэтому это очень хорошая новость, что змееносца наконец-то признали и нашли ему свое место. То есть незаслуженно он был не признан? Незаслуженно был не признан, да. Все стало на свои места. Я предлагаю буквально на несколько минут нам с вами прерваться. Сейчас у нас в программе еще один сюжет. Рекомендую посмотреть его всем, кто верит в гороскопы. Ну а тем, кто не верит, посмотрите тоже. Мне очень нравится, когда астрология у нас представлена, ну, вот таким вот, ну, совершенно, знаете, поверхностным срезом. Мы не понимаем, что, по сути, вот эти положения планет на момент рождения, скажем, в карте рождения человека, это его программа обучения. Наша судьба – это оценка, по сути, того, насколько мы правильно с вами учимся, насколько мы правильно отвечаем на вопрос. И мне очень жаль, что вот сейчас не рассматривают 12 знаков зодиака как статьи Небесной Конституции. Каждый знак зодиака – это, по сути, как определенная тема. А планеты – это вопросы на эту тему. И через эту тему ты должен ответить на эти вопросы. Результат того, насколько ты знаешь, это твоя судьба. Вот почему всегда говорят: человек – творец своей судьбы. Ну вот, допустим, Овен всегда говорит, как нужно развиваться личности, что такая личность, гуманитарные ценности, в чем они, в чем ценность вообще человека. Вот человек как воин, мы говорим, он приходит в эту жизнь сражаться. Какие он достопримечательности имеет, какие у него силы есть. Оказывается, духовная сила в первую очередь. Как начинать, любые соревнования, спорт – это все Овен. Допустим, Телец рассказывает, как правильно с финансовой стороной, для чего мы вообще приходим сюда,
на Землю, да, вот сама Земля по себе, а значит и тело, для чего оно нам дается, как к нему относиться, к этому телу. А вот близнецы – это право учиться, как правильно контачить, как правильную информацию притягивать. Что касается знака рак, это вообще очень интересный рак. Он объясняет, в чем роль родителей наших, предков, родины, да, семьи, как правильно семью создавать, для чего. Допустим, знак льва – это детородная функция, и вообще это творческая составляющая человека. Оказывается, каждый человек творец. Вот, допустим, дева – это все, что касается работы. Поэтому вот для чего работа, в чем высший смысл работы, как правильно нужно работать. Ну и, конечно, тема весов, это тема партнерских отношений, всегда очень больная, всегда очень интересная. Допустим, Скорпион, еще одна интереснейшая статья Небесной Конституции. Наверное, все, что касается риска, все, что касается смерти, все, что касается вот этого момента перехода из жизни этой в ту другую. Мы думаем, что на этом все заканчивается, а у нас, кстати, знак Скорпиона, который всего лишь 8-й знак, говорит: ребят, с этого еще ничего не заканчивается, это может только начинается, потому что, когда мы притягиваем экстремальные ситуации, это знак притяжения экстремальных ситуаций, которые нас предупреждают, говорят о том, что ты должен что-то изменить. Допустим, Стрелец – это международные отношения, дипломатия, это заграница, как вести себя, когда ты на чужой территории. А Козерог – это вот политика, это карьерный рост. Вот Водолей – это дружба. А вот мистерия рыб, она связана с вопросами религии. В чем смысл религиозного подхода, да, вот этой обрядовой всей части. И вообще для чего вот эти вот эгрегоры созданы. Это и наша тайная жизнь, это и вот все, что связано с понятием сакрального, как вот тайное сделать явным, да, и в чем символ вообще мистерий. Оказывается, рыба объясняет нам нашу жизнь во сне, в чем высший смысл сна, для чего он дан. Вот как раз-таки и была эта удивительная область знания астрология, вот та астрология, да, которая как священная система знаний, которая помогала людям, и астрологи, которые грамотные достаточно люди, которые должны были как раз раскрывать эту мистерию. Поэтому я считаю, астрология – это наука о жизни во времени. Продолжаем говорить о звездах. Галина, звезды рождаются. Для большинства это просто звезды, но у них же тоже есть имена. По какому принципу, в принципе, они получают эти имена? Названия, собственно, имеют чаще всего яркие звезды. Эти названия в основном имеют арабское, греческое, латинское происхождение. Ну а сейчас находим новые звезды. Но это не те звезды, которые мы можем увидеть явно невооруженным глазом на небе, и поэтому давать им какие-то собственные имена, пожалуй, нет смысла. Им просто присваиваются номера по каталогам. То есть просто номер в соответствии с каталогом. Да. Хорошо. Но в последнее время еще одна мода появилась. Достать звезду с неба физически невозможно, но подарить любимому человеку можно. Вот как этот процесс раздачи подарков происходит? Я вообще не люблю резких выражений, но я не могу здесь подобрать что-то другое, кроме как шарлатанство скорее, потому что, ну, как еще это назовешь? В принципе, понятно, что мировое сообщество не будет пересматривать название звезд только потому, что вы за это заплатили, поэтому если вам хочется приобрести этот сертификат, который будет греть ваше честолюбие, что какая-то звезда названа так или иначе, потому что вы так захотели, то, конечно, вам этого никто не запрещает, но не тешьте себя надеждами, что весь мир признает именно то название, которое вы придумали. Галина, спасибо вам огромное, было очень интересно. Мы продолжаем. У нас время научного дайджеста. Самые большие, самые яркие и другие самые-самые звезды. Прямо сейчас. Собачья звезда. Так иногда называют самую яркую и одновременно одну из наиболее близких к Солнцу звезд – Сириус, что переводится как «опаляющий». А вот свое второе имя она получила из-за того, что входит в созвездие Большого Пса. От центра нашей галактики Сириус находится на расстоянии без малого 9 световых лет. Впрочем, это даже не одна, а две звезды, которые вращаются друг около друга. Об этом стало известно в 1862 году. Но, говорят исследователи, основной свет идет от Сириуса А. Его более слабый компаньон, Сириус Б, светит в 10 тысяч раз меньше. А наиболее мощной по излучению считается звезда с названием «Пистолет». Ее обнаружили в 1917 году в одноименной туманности вокруг нее. И хотя излучение от звезды в Пистолете в 10 миллионов раз больше, чем от Солнца, заметить ее непросто. Она находится около центра Млечного Пути в 25 тысячах световых лет до нас и спрятана облаками пыли.
По-настоящему самой близкой к Солнцу называют Проксиму Центавра. Между ними около 4,5 световых лет. Ее обнаружили в 1915 году. До этого времени считалось, что ближе Альфа Центавра. Впрочем, Проксима входит в ее тройную систему. Более 1,5 миллиардов километров составляет диаметр Му Цефея. Сегодня она считается самой большой звездой. Настолько, что если бы ее переместили в центр нашей системы, Му Цефея поглотила бы все планеты по Сатурн включительно. А вот самой маленькой называют Огли ТР-122. Ее диаметр почти в 10 тысяч раз меньше самой большой звезды. Но по массе этот карлик практически в 100 раз тяжелее Юпитера. Все звезды кажутся одинаково далекими от нас, но в этой наукомании они были как никогда близко. Я Екатерина Берецкая, спасибо, что были с нами, и увидимся ровно через неделю на телеканалах «Беларусь-3» и спутниковом «Беларусь-24».